Утро 14 августа по традиции началось с возложения цветов к мемориалу славы, где похоронены защитники Отечества. Отдать дань памяти погибшим пришли вице-президент Бадра Гунба, руководитель администрации президента Джансух Нанба, члены правительства, депутаты парламента, секретарь Совбеза Сергей Шамба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, посол Южной Осетии в Республике Абхазия Олег Бациев. С волнением и болью в душе к подножию мемориала возлагают цветы ветераны и матери погибших. Пожалуй, нет ни одной семьи в Абхазии, которой бы не коснулась трагедия войны. Наряду с мужчинами на фронт шли совсем юные ребята и девушки. Живым источником силы абхазского народа явилась глубокая вера в победу. Тогда вооруженные силы Абхазии создавались в сложной общественно-политической обстановке. Становление абхазской армии берет истоки с формирования отдельного полка внутренних войск, который возглавили подполковник милиции Гиви Агарба и майор милиции Вахтанг Цугба. Этот день как кошмарный сон. Никаких угрожающих информаций с постов не было, в том числе с Агудзерского батальона и с Ахурейского поста. Если сегодня анализировать глубоко, то были и ляпы, где-то мы что-то прошляпали, это и разведка, потому что накануне, вы знаете, это написано много уже и в прессе, и по телевидению, Ардзен по 13-го звонил Шеварднадзе о том, что какие-то передвижения проходят на границе по Ингуру, и они вызывают у него беспокойство и так далее. Тот заявил, это нам хорошо известно от нашего командира полка Какалия, который тоже присутствовал в этом разговоре. Ничего страшного, это идет борьба со связистами и так далее. Вы не переживайте, скоро я там буду, через пару дней. А теперь мы уже знаем, что такое пару дней. Война началась неожиданно, в самый разгар курортного сезона, захватив врасплох даже профессиональных военных. Уже был подписан отпуск Вахтанга Цугба. Однако утром Гиви Камугович буквально закричал со второго этажа: «Вахтанг, иди сюда, срочно!» Тогда он ему сказал, что танки врага почти в столице. «Бери мою машину и сделай все, чтобы остановить их». Я взял его машину, служебный УАЗик, с водителем Науром Агарба, первый день он погиб. Михаил Саков, он был в милицейской форме, и Саша Микеладзе, старший лейтенант. Вот мы вчетвером выехали навстречу. Когда доехали до 14-й школы, до эстакады, смотрим, большая пробка назревает. Дальше ехать невозможно. Я послал тогда вот, в форме милицейской Сакова, нашего прапорщика. Я говорю, быстро, без оружия пройди до Итара, что происходит, разведай, сюда приходи. Взяли мы с собой только по автомату, по 2-3 магазина, по парочке гранат и все, больше ничего не имели. Толком мы не знали, что происходит. Неведомая информация вот такая вот. И тот минут через 10-15 возвращается, еле дышит, весь мокрый. Там, говорит, танки уже стоят возле Айтара, где Сосо Халай, этот бандит, командовал подразделением грузинских боевиков. Несколько БМП заведенные стоят по направлению к городу. Прапорщик Саков также доложил, что всех лиц абхазской национальности на месте задерживают. Рядом с Айтаром стояла машина УАЗик, которая была заполнена наручниками. «Ничего, на всех абхазов наручников хватит», — с усмешкой говорили друг другу грузины. Ну, этот день показал предательство. Этот день показал бездушность людей, варварство, ничтожество. Вот это... То, что на душе у них была грязь, она сюда вся выплеснулась. Когда первые танки пошли, примерно от санатория МВО в сторону Красного моста, мы заметили, что что-то бросили на танк. Думали, неужели какие-то ополченцы что-то бросили. Нет, кто-то биноклем посмотрели, цветы бросали на танки. Грузинское население в основном знало, что будет какое-то наступление.
С начала грузинской агрессии в Абхазию стали прибывать добровольцы из Северного Кавказа, юга России, представители абхазской диаспоры из дальнего зарубежья. Более 2000 добровольцев участвовали в священной борьбе нашего народа за свободу и независимость. Именно их братская помощь не позволила осуществиться планам агрессора, направленным на геноцид абхазского народа. Два моих брата, старший и младший, поехали в первые дни войны, они здесь были. Меня мать послала их привезти обратно, я приехал и остался с ними здесь. В Миркулах старший брат погиб. Средний брат в Сухумском наступлении тоже погиб. Младшего брата вот недавно похоронил. Нас объединяет, как сказать, братство, дружба. Мы абхазы и адыги всегда были братьями и останемся, наверное, братьями. И, наверное, Да. останемся. Родная кровь, как говорится. Памятные мероприятия продолжились в Ишере. Люди приехали сюда со всех концов республики, чтобы возложить цветы к мемориалу первого президента Владислава Ардзенба. В судьбоносное для страны время именно под его руководством, благодаря его воле и мудрости, народ Абхазии сумел одержать победу и обрести фактическую независимость. Война с Грузией продолжалась больше года. 413 страшных кровопролитных дней и ночей. После победы Абхазию ждали международная изоляция, экономическая блокада со стороны стран СНГ. Однако, несмотря ни на что, она выстояла и дождалась признания своей независимости. Сария Кварацхеля, Алексея Гухава, Абхазское телевидение.